Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что происходит у вас за спиной? Чего не видите, чего не знаете, не замечаете? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Интересно. Итак, мои хорошие, что происходит за вашей спиной? Здесь показывают женщину с длинным носом, которая сейчас просто вот бесится, в себя прийти не может, у нее полный раздрай, у нее там все шиворот на выворот, знаете, чуть ли этим своим длинным носом в стену не бьется, да, и лбом. Здесь явно вы то ли на хвост наступили, то ли вы ее на место поставили, то ли вы ей какие-то ее там злобные, коварные планы сорвали. Причем сделали вы это случайно, либо не отдавая себя в этом отчет. Ну, вы сделали то, что должны, либо то, что считали правильным. И очень насолили этой женщине. Очень насолили. Ей сейчас прям совсем хреново. И именно вас она видит очень серьезного врага. Представляете, вы ни сном, ни духом, а она видит вас врага. Женщина способна на страшные вещи, но вас она считает сильной. Пусть она и дурочка, неадекватная, но вас она стала бояться, либо начнет бояться, начнет опасаться. Здесь она, знаете, какую тактику выберет? Либо чужими руками других людей против вас будет настраивать, либо на какое-то время она вообще уйдет с горизонта, как спрячется, да, близко подходить к вам не будет, чтобы не рисковать и чтобы от вас не получить, да, в очередной раз. Да, мои хорошие, что-то вы такое сделали, сами себе отчет не отдавая, и какую-то злобную женщину на место поставили, либо очень здорово напугали. Для нее это хороший урок. Ну а для вас, видите, возможность поставить прям щит, да, между собой этой женщиной. Да, сами себя защитили и сами об этом еще не знаете. А она прямо испугалась, ушла, не стала рисковать и больше, я так понимаю, не станет открыто как-то против вас выступать и будет оббегать вас 10-й дорожкой. Да. Что-то вы такое сделали, что очень здорово ее напугало. Так, еще. Здесь у вас рыбка, причем рыбка очень симпатичная, чем-то похожа даже на золотую рыбку. Мои хорошие, вижу, что кто-то готов, либо может, либо хочет платить вам за то, что вы умеете делать. Может быть, вы там умеете вкусно готовить, может быть, вы там шикарные торты печете, либо там вяжете, шьете, какие-то, может быть, профессиональные услуги, да, оказываете. Вижу, что кто-то готов много платить, либо платить гораздо больше, чем вы сейчас берете за свои услуги, за свой профессионализм. Здесь человек вам присмотрелся, и человек даже, знаете, как удивляется, почему вы так мало денег берете за свою работу. Вам бы цены на свою продукцию, либо на свои услуги повысить. И это бы здорово вам в жизни помогло. И опять же, это выход на новый уровень. Смотрите, вы все правильно делаете, вы все классно делаете, но вы слишком мало денег берете. И люди это воспринимают, как будто бы вы там по качеству не дотягиваете, либо вы там в себе не уверены, поэтому у вас, стоимость такая, ценник такой заниженный. Вы там посмотрите, сколько ваши
ну, допустим, конкуренты берут, да, и приблизительно такой же ценник на свои услуги поставьте. И не поверите, здесь людей больше придет, больше заказов будет, больше обращений к вам будет. Рыбка. Вы не понимаете, не видите, не осознаете, что ваша работа, ваш талант, ваш профессионализм стоит гораздо дороже. Вот. Еще здесь осел у нас. Осел, который к вам тянется. Несмотря на то, что человек может быть противный, упрямый, упоротый, все равно человек к вам тянется. Это может быть и мужчина, и женщина с плохим характером. Этот ослик, он у вас многому учится и очень многое от вас перенимает. То есть пока вы думаете, что это осел, да, либо ослиха, на самом деле человек у вас учится и к вам тянется. Да, характер плохой, но тем не менее здесь очень хорошие задатки, очень хороший потенциал. Вот. Вы поменьше нервничаете, делаете то, что должны, либо говорите то, что хотите. Этот человек, поверьте, исправится. Вижу, что осталось совсем чуть-чуть, и этот ослик прям совсем адекватным, нормальным станет. Ваше позитивное влияние свое дело сделает. Так, еще мужчину показывают с правой стороны. Мужчина по вам слезы льет, локти заламывает. Какой-то мужчина вас потерял. Причем считает, что раз и навсегда, что вы больше никогда ни шанса, ни полшанса не дадите. И что вот он один, несчастный, горемычный, теперь так и останется, да, без вас. Плохо этому мужчине без вас. Какая-то женщина в курсе. Но женщина страшно ревнует и поэтому вам не скажет. Возможно, этот мужчина сейчас болен, либо в каком-то неадеквате находится и вас зовет. Вас очень сильно видеть хочет, как прощения у вас попросить, покаяться перед вами. Да? Может быть, этот мужчина вас предал, обманул. И вот эта женщина, она все это видит, наблюдает, очень сильно ревнует. И вам она никогда не скажет, что этот мужчина по вам страдает, что он вас зовет. А ему, я так понимаю, тут прям совсем все хуже и хуже становится. То ли болен, то ли вот плохое что-то с ним происходит. А он перед вами виноват. И прям хотел бы, и душу облегчить, и вас еще раз увидеть. Прям зовет, нуждается в вас. А женщина прям его закрывает собой. Вот ревнует сильно и такая: нет, я ее не позову, либо я ей ничего не скажу, я ей ничего не передам. Да, вот видите, как в жизни бывает. Думал, что он герой, оказался антигерой, да. Думал, что он без вас будет жить шикарно, да, либо все у него там счастьем покроется, а все ровно наоборот вышло. Он без вас зачах, заболел, ему плохо, и даже нет доброго человека рядом, кто бы мог выполнить его просьбу, да, вас позвать. Одни злые люди окружают, бессердечные, ревнивые, злые. Вот такая ситуация. Вы с этим мужчиной были связаны. Может быть, вы муж и жена, а может быть, это мужчина ваш отец, который в свое время когда-то давно из семьи ушел и в жизни вашей, например, не участвовал как отец. А теперь его новая жена не хочет вас видеть, потому что очень страшно ревнует. В общем, плохо. Ему плохо. Плохо, и вас зовет, но дозваться уже, получается, не может. За свои ошибки отвечает 100%. Так, еще за вашей спиной. Но здесь кто-то ваши успехи себе присваивает. Ваше одеяло на себя перетягивает. То ли на работе, то ли, может быть, даже в семье такое может быть. Вот вы что-то сделали, приготовили, а, например, свекровь говорит: а это я сделала, да? Либо вы там какую-то работу в офисе, либо на производстве сделали, а ваш, например, коллега, либо начальник говорит: это я, это мои заслуги. С вас это одеяло стягивают. Потому что вы скромный человек, потому что вы всегда молчите, вы мало о себе говорите, вы себя не хвалите, вы вообще предпочитаете как будто бы все время в тени находиться. Поэтому злые люди этим пользуются. Так, а здесь мужчины. 2 мужчины о вас постоянно разговаривают. Именно 2 мужчины. И разговоры о вас, о том, какая вы, с кем вы, что вы, кто из них имеет право, либо должен к вам подойти. Сразу 2 мужчинам нравитесь. Возможно, вы знакомы, возможно, просто виделись. И вот они все время как
обсуждают вас и спорят, ругаются, кто должен за вами ухаживать, либо кто имеет право к вам приблизиться. Они то ли друзья, то ли, может быть, коллеги, но что-то их связывает, объединяет. И вот пока они спорят, ругаются, да, никто к вам не подходит. Вы, возможно, даже видели, как они ругаются, только вы причину их ссоры не знали, да, либо выяснения отношений. Это были вы причина. Нет им покоя из-за вас, но поскольку их что-то связывают, они должны сами между собой договориться, кто к вам подойдет, кто за вами ухаживать начнет. А нравитесь вы сразу двум. А здесь человек, который за вас молится втайне от вас. Вам об этом не говорит, но тем не менее молитвы о вас, о вашем здравии, о том, чтобы все хорошо у вас было, чтобы беда вас не коснулась, чтобы никакое горе с вами не произошло. Человек к вам очень искренне относится, и вот молитвы за вас идут. Хороший очень человек. Вы с этим человеком как-то либо крайне редко видитесь, общаетесь, либо связь по телефону поддерживаете. Может быть, кто-то из ваших родственников. Прям молится за вас человек ежедневно. Ежедневно вас поминает в молитве, чтобы с вами все было хорошо. Это очень приятно. А здесь какие-то странные отношения между людьми. Вы человека хвалите, вы к человеку очень хорошо, с открытым сердцем относитесь, а человек к вам плохо относится. Либо за вашей спиной о вас всякие гадости говорит, там сплетни разносит, либо все, что про вас знает, рассказывает, да, всеми вашими секретами делится. Какие-то неправильные отношения, и это отношения между двумя женщинами, либо между двумя мужчинами. Допустим, вы женщина, и, например, подругу свою любите, а ваша подруга вас там просто вот сдала с потрохами, да, все про вас рассказывает и еще и в каком-то негативном свете вас выставляет. Либо вы, мужчина, смотрите мою цыпку, и у вас есть друг, к которому вы очень хорошо относитесь, которому помогаете постоянно, а этот человек, опять же, про вас гадости говорит, когда вас нет рядом. Здесь какой-то просто ужасный дисбаланс в отношениях, и вас разочарование может ждать, если вы будете настолько невнимательны и неосмотрительны, да, когда вы все свое вот это личное, сокровенное своему другу либо подруге рассказываете. Да. Присмотритесь к тому, с кем вы дружите, либо наведите справки. Поговорите с теми, с кем этот человек часто общается. Вы страшные вещи узнаете. Вот, кроме шуток, вот говорю, как вижу. Чтобы разочарование не разбило вам сердце, либо как-то дозируйте информацию о себе, либо старайтесь о себе практически ничего не рассказывать. Иначе все в округе будут о вас все знать. И еще в каком-то невыгодном свете вас показывают. Понимаете, как омрачают ваш светлый образ. Да. Что-то не так с вашим другом, либо с подругой. Тут либо обида, либо человек действительно вам завидует, из-за зависти все вот это вот делает, рассказывает. Так, а здесь у нас мужчина, который с вас глаз не сводит. Он за вами постоянно наблюдает. За вами, за вашей жизнью, знаете, как присматривается к вам. У одних отыграется, что мужчина присматривается, у него профессиональный интерес, а у других личный интерес. Да, и вот прям присматривается, все про вас узнает, там, кто вы, что вы, с кем вы, как действовать готовится. Но для действия ему еще время потребуется, да, чтобы какую-то стратегию выработать, как вам подойти, что вам предложить, что вам сказать. И если вы чувствуете, что за вами кто-то наблюдает, вам не кажется. За вами действительно постоянно наблюдает именно мужчина. Так, а здесь у нас какой-то коллектив. И в коллективе люди разошлись во мнениях. Кто-то за вас, а кто-то против вас. Кому-то вы очень нравитесь, а кому-то категорически не нравитесь. Да, разделился коллектив, и вы это, наверное, тоже чувствуете. Какие-то люди к вам хорошо относятся, другие наоборот. Вот. Холодный взгляд, холодный прием, холодные отношения. Это как здороваются сквозь зубы. Да, вам не кажется, так действительно происходит. Чем это вызвано? Тем, что вы личность яркая, и не все могут принимать это. Да, многие люди там пытаются, не знаю, соперничать с вами, либо видят в вас конкурентку, либо конкурента. Вот ничего не поделаешь, да, всем нельзя нравиться. И в вашем случае это нормально. То есть нет нейтральных людей. Здесь либо люди
восхищаются вами, к вам тянутся, либо наоборот, они в оппозицию к вам становятся. Но вы очень яркая, да, личность, поэтому, скорее всего, по жизни у вас так и происходит. Так, а здесь показано, что кто-то вам несуществующие как услуги предлагает, либо предлагать станет. Вашу доброту, вашу покладистость и хорошее воспитание воспринимают как за слабость, что вы типа слабый человек, отпору не дадите, и что вас легко провести и обмануть. Тут вам либо уже продают несуществующие услуги, либо попытаются продать. Вас, как знаете, наметили, да, что можно попробовать вам что-то втюхать. Смотрите, будьте аккуратны и все проверяйте. Да, какие-то несуществующие услуги. Просто так, деньги за воздух с вас хотят брать. А еще за вашей спиной как будто бы какая-то порка происходит. Да? Какого-то человека прям по попе бьют, порят его, либо ее. И это все из-за вас. Кого-то ругают из-за вас, либо кого-то наказывают из-за вас. Вы об этом не знаете, но обязательно узнаете. Именно тот, кого наказали, вам об этом скажет. Скажет, вот из-за тебя мне там досталось, либо меня там распекали, либо меня там оштрафовали. Да? Но вижу, что человек был неправ, но все равно претензии какие-то к вам будут предъявлять, что вот из-за тебя меня наказывали. Но вижу, что здесь все по справедливости идет, а человек так этого и не понял, либо не поймет. Может быть, не дано это понять. Здесь у вас большая омега, последняя буква. Что-то закончилось. Закончилось и была поставлена последняя точка, да, финальная точка. А вы еще об этом не знаете. Какая-то долгая история, либо неприятная история, может быть, череда проблем, череда там невезения, неудачи в вашей жизни. Но это закончилось, а вы еще об этом не знаете. Точка, поставлена точка. Либо какая-то проблема разрешилась, либо какая-то ситуация сама собой, как бы, знаете, испарилась. Но что-то закончилось. Вы еще этого не знаете, но когда узнаете, прям радость испытаете. Радость и удовольствие. Так, вы не знаете, что какой-то человек пытается вам написать, но не может подобрать правильных слов. Человек как будто бы вам пишет, но потом стирает, либо пишет в стол, да, прячет то, что пишет. Очень хочется с вами связаться, но слов не может подобрать. Либо человек очень переживает, что вы не захотите поддерживать общение, либо вообще там как-то категорически воспримете его, либо ее вот это послание, да, письмо. Так, и еще среди родственников какой-то обман идет. Обман, абьюз и даже какое-то, знаете, как преступное действие против вас. Вас родственники то ли обворовывают, либо пытаются обворовать. Что-то нехорошее. Родственники могут быть как ближние, так и дальние. Почему-то ваши родственники считают, что у вас все хорошо в жизни, что вы там всем обеспечены, что вам там ничего не надо, да, и они имеют право на что-то, присвоить себе что-то, либо вам не дать, не выдать, не отдать. Это очень неприятный момент, и вижу, что эти родственники очень как-то настроены, вот прям забрать себе, вас лишить, могут даже как-то себя повести прям совсем некрасиво. А вы об этом узнаете уже, когда все случится. Если есть какое-то наследство, либо где-то что-то ваше осталось у ваших родственников, вы, пожалуйста, проверьте. Иначе ваши родственники вас вашего лишат. Понимаете, вот так идет информация. Я, конечно, этот фрагмент закрою, но тем не менее я вас предупредила. А еще вы не видите, как вами восхищаются люди. И как люди пытаются вас, я не знаю, копировать в каких-то моментах. Людям нравится, как вы выглядите, как вы живете, как вы говорите, что вы делаете. И очень многие с вас пример берут. Вы невероятный человек, вы заражаете своим примером других людей, но почему-то этого не замечаете. И еще, из вас бы очень хороший преподаватель получился, наставник, коуч, потому что вы умеете быть заразительной, да, вы умеете вдохновлять. Возможно, вам следует обратить на это внимание, и если вам это интересно, вижу, что вы могли бы очень хороших успехов добиться, высоких успехов именно в обучении, в коучинге,
в наставничестве. Как будто бы вы прям для этого и созданы самой природой. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.